Старо-Татарская слобода – настоящий музей под открытым небом. Именно здесь после завоевания Казани Иваном Грозным со своими традициями и уставом проживало татарское население города. Есть такой очень старый околомистический текст. На самом деле это такая сказка. Набережное озеро Кабан, Камаловский театр, Стенной базар. Сегодня для любителей истории экскурсия по Старо-Татарской слободе. Организатор – Госархив. Слушатели – обычные казанцы. Итак, 3-й год. Сейчас как-то вот духовная пища беспокоит, и к исламу идешь какими-то тропами неизвестными, и просто интересно. Казанцам интересно все: жизнь купцов, благотворителей, обычных жителей того времени и даже особенности национальных названий. Слово «Кремль» русское от тюрко-монгольского «кермян» произошло. Ну, в источниках, в исторических источниках Кремль и в целом укрепленная часть города Казани называлась Пала, то есть крепость. Улица Баумана шумная и многолюдная, а в Старо-Татарской слободе как-то по-домашнему уютно, говорят участники экскурсии. Но еще недавно